22 июля Нарсисяну Эдуарду Рафиковичу исполнилось по 38 лет. Яркую, но, к сожалению, короткую жизнь Эдуард посвятил защите безопасности Республики Абхазия. Он всецело отдал себя военной службе. Был настолько увлечен служению Родине, что у него не оставалось времени на личную жизнь. Эдуард так и не успел создать семью и обустроить очаг. В нашем обществе сильна незыблема память о героях, без колебаний положивших свою жизнь на алтарь свободы Абхазии во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Но мы обязаны знать и чтить память героев невидимой войны, которая ведется с 1994 года по настоящее время. В силу специфики профессиональной деятельности Эдуард Нарсисян был непубличным. Наша передача об удивительном человеке, который запомнился своим друзьям прежде всего ярким, внимательным и отзывчивым. О человеке, отдавшем всего себя Родине. О профессионале своего дела, эталоне сотрудника специальных подразделений. Герое, которого должна знать страна. Listen to me. There's only one thing you cannot see. Every time you talk, millions of things, but only one that you cannot see. Every time you talk, you can stop the clocks forever. Listen to what I said. Stop the clocks for you and me. Listen to me again. Stop the clocks forever. Listen to me. There's only one thing you cannot see. Every time you talk, millions of things, but only one that changes everything. Every time you talk, you can stop the clock forever. Listen to what I say. Stop the clocks for you and me. Listen to me again. Stop the clocks forever. Stop the clocks forever. Everything happens too fast. Now it's a part of the past. Everything changes so fast. Stop the clocks forever. Stop the clocks for you and me. Stop the clocks forever. Stop the clocks. Нарсисян Эдуард Рафикович родился 22 июля 1977 года в городе Кустанай, Казахская ССР. Детство Эдуард провел в Казахстане, там же и пошел в школу. Отец и брат Эдуарда, Рафик и Робик Нарсисяны, признаются, что яркие черты характера были видны с самого детства. Вот это, что есть хорошие черты на свет появившиеся, это у него все было. Был очень чистый,
добросовестный, аккуратный. Самое главное, он чистый был, как слеза. Общительный был. Вот он какой был, будучи взрослым, такой он был в детстве. Активный, общительный. Он любопытный такой. Все хотел знать, все успеть. Вроде как знал, что жизнь у него короткая будет. В Абхазию семья Нарсисян переезжает к концу 80-х годов. На тот момент Эдуарду было 13 лет. На правах старшего брата с самого детства Эдуард везде и во всем помогал Робику. Всегда поддерживал младшего брата. Когда мы учились в школе, так как он был старше меня, там на 3 класса, были у нас там, когда разборки, так сказать. Я прибегал к старшему брату, и брат принимал активное участие во всех вот этих передрягах, так скажем. Всегда помогал, он всегда был рядом. Даже если его не было рядом, я всегда чувствовал его поддержку. Бетонная стена с таких лет. Я его ругал, и Эдика иногда. Я говорю, что ты его балуешь? Я баловал, как младший сын. Получался так. Для меня это, в общем-то, одинаково они. Но горой. Даже что-нибудь принесешь, вот маленький более. Ну, на двоих, допустим, там. Он свой конфету, допустим, не съест, а ему вот такой. Но он до конца. До конца. Это гора для него. Отечественную войну народа Абхазии Эдуард Нарсисян застал в возрасте 15 лет. Он не понаслышке знал о бесчинствах гвардейцев Госсовета Грузии, вторгнувшихся в Абхазию. Как признаются родные и близкие, именно пережитая в войне сыграла основную роль в выборе профессии. Во главе всех его начинаний стоял патриотизм. Вот. Больше мне вот кого он любил. Дома его портрет внутри. Здесь он обесцветился, он на тарелке посредине вверху. И когда я спрошу что-нибудь, говорит, такого человека не будет, как Григорьевич. И как раз в день его похорон у меня внук родился. Младший, и назвали. В честь Владислава Григорьевича. В тот день родился как раз. Патриотизм им управлял. Любовь к родине, любовь к своим родным, близким, к Абхазии. Помнит хорошо время отступления грузинской армии и вообще в целом жители в сторону Кадорского ущелья. Помнит, когда к нему на гору поднимались гвардейцы и как они себя вели в его семье. Наверное, это один из таких многих факторов, которые его тоже побудило стать таким, каким он стал. Много раз приходилось прятаться от них, там, находить моменты, чтобы не попасть к ним в руки. И я думаю, с детства, скорее всего, с молодости, еще до армии все это у него заложилось. Были случаи, когда отца забирали, уводили. И приходилось нам просто уходить, убегать с дома. Он пришел в армию, будучи призывником, его привез отец. Впоследствии я уже познакомился и с отцом, и с матерью, и понял уже, насколько семейные ценности у них были выражены. И однажды был случай, оказывается, это очень недавно узнал, что ему он где-то вон там недалеко палки резал. Его эти гвардейцы или кто
поймали, но я и сегодня не знаю точно. Но я знаю одно, что, может, его побили даже там, или что. По течению долгих лет я узнал, чисто случайно узнал, что один раз как бы они подняли на него руку, хотя он был ребенком. Про это и отец, наверное, до сих пор не знает. Я тоже это случайно узнал. Единственное, когда я спросил, он мне ответил, но если в жизни у меня будет так, что я буду служить, повзрослею, возможность, то я им это не забуду и прощу. А что было, вот поверьте. После окончания Отечественной войны народа Абхазии Эдуард Нерсисян поступает в Сухумское медицинское училище, которое оканчивает с отличием. В 1996 году для прохождения действительной военной службы его призывают в ряды вооруженных сил Республики Абхазия. Воинскую службу Эдуард проходит в ОМОНе, Министерство внутренних дел Республики Абхазия. Не захотел, может, все это стороной обошел бы его. Не захотел ни одного дня работать, хотя и просили его начальство и работа, все было, но не захотел, выбрал другой путь жизни. Оказывается, перед трагедией ему говорил, подготовиться, пускай себе не винит, эту дорогу я сам выбрал в этой жизни. Когда мы призвались, буквально там полгода он стал старшиной, вел все строевые, все вот эти моменты. Он на самом деле всегда отличался от всех. И грамотностью, и сообразительностью, все вот эти моменты. И в связи с этим, я думаю, ему оказали такую честь, что старшиной так быстро он стал и многого добился в армии. Он сразу обзавелся большим количеством друзей. Вот. Командиром у него был Рауль Крия, это человек, который прошел Отечественную войну в Афоно-Ишерском батальоне, был героем Абхазии. И это были такие наборы в армейскую службу послевоенные. И как сам Рауль рассказывал о том, что это был один из самых хороших и крепких наборов. Для борьбы с диверсионно-разведывательными группами, засылавшимися на территорию Абхазии основным противником, в 1998 году был сформирован специальный отряд быстрого реагирования Министерства внутренних дел Республики Абхазия. На службу в отряд набирали новобранцев. Эдуард, как отлично зарекомендовавший себя, из ОМОНа был зачислен в формируемый СОБР. Первое офицерское специальное звание лейтенант милиции Эдуарду Нерсисяну присваивается в ноябре 1998 года. С того момента у него началась боевая служба в специальном подразделении. Тогда она называлась СОБР при МВД. Создавал ее Саня Солопов, Ахра Агрба, они погибли, их никого нету, и Сангуля Дмитрий, Хэнс такой был. Тоже их всех, Царство Небесное, никого нету. Это вот истоки, кто нам все, что мы знаем, в принципе, к чему пришли, какие мысли у нас в голове касаемые нашей Родины. Это все вот благодаря этим людям. Вот. Я попал в это подразделение, наверное, это в апреле месяце. Вот. Эдуард уже был там, вот. Но его отношение к друзьям, к делу, к подходу сразу явно отличалось. На самих тренировках он был самый первый, он бежал первее всех, он подтягивался лучше всех, он ответственно очень подходил к самим тренировкам, к поставленным задачам, которые на тот момент руководитель ставил. Впитывал он в буквальном смысле все, что говорили, старался везде
участвовать, всего учился, старался как бы не отставать ни от кого, даже больше старался быть впереди всех. Всегда, и в принципе вся его работа так и была, он всегда был впереди всех, был головным пулеметчиком, и всегда он давал шанс другим, чтобы, вот, можно сказать, жертвовал собой для того, чтобы спасти других. На тот момент совершенно не умел пить, не знал, что такое сигареты, физически очень был хорошо развит. Ну и все эти тренировки, конечно, ему тоже давали такую возможность быть более сильнее. Соответственно, так как он был таким крепким человеком, и подразделение, где небольшое подразделение, должны быть все виды вооружения, у него был большой пулемет ПКМ. И прототип, вот Нерс, на кого старался быть похожим, это вот Сангуля, Дима Хэнс тоже. Вот он был пулеметчиком у нас, и Нерс практически от него все перенял, и привычки, и все, и поведение, и все такое. И такой же, в принципе, да, вот так вспоминаю сейчас, они чем-то даже похожи были. И Хэнс тоже был такой же жизнерадостный. Служба в специальных подразделениях требует от военнослужащих титанического напряжения, силы воли, смелости, отличной боевой выучки, морально-психологической устойчивости. Есть такая профессия – Родину защищать. Эта поговорка частично отражает специфику службы в специальных подразделениях, которая предполагает высокий риск для жизни и постоянный недостаток личного времени, которое сотрудник может уделить родным и близким. У спецов не принято обсуждать приказы, проводимые оперативно-боевые мероприятия, жаловаться на тяготы и лишения воинской службы. Они просто, без лишних слов, делают свою работу. Знаете, про службу, про работу. Когда он был дома, он не любил рассказывать. Не любил разговаривать на эту тему вообще. Он старался обходить эту тему. Но при этом он всегда был на телефоне. До последнего я с ума сойду. Я знаю, что плохим он не мог заниматься. Я единственный просил его. Ну, тебе диплом, он лежит, он отличен. Да занимайся. Ты ж, я знаю, что ты нормально все это работаешь, плохое не может быть. Ребята с ним приходили многие. Но именно чем я поинтересуюсь, он говорит, поменьше будешь знать, спокойно спать будешь. Когда были похороны, когда люди видели фотографию его, очень многие его узнавали. Не знали, кто он, где он работает, потому что, соответственно, со службой раскрывать не приходилось возможным. Видели его в форме, но не знали, где он работает и какие задачи серьезные, специфические, конечно, он выполнял. С учетом меняющейся оперативной обстановки в 2006 году указом президента Республики Абхазия создается антитеррористический центр Республики Абхазия, где и проходит дальнейшую воинскую службу Эдуард. К тому времени ему было 30 лет. Профессиональные и личные качества Эдуарда положительно отразились на его карьерном росте. Ему присваивается воинское звание майора. Но неожиданно в его семью приходит беда. Тяжело заболевает и впоследствии уходит из жизни мама Эдуарда. После смерти матери он изменился. Я с ума сойду. Но он очень редко домой появлялся. Месяцами мог не приходить. Спрошу, где ты, что ты? Поездим по Абхазии. Пытаемся что-то делать, работаем, катаемся. Но сначала или как домой идти на кладбище, или с дому. Он изменился, мне многие говорили, ребята даже, он как бы не свой стал после смерти матери. Но это замечал. Будучи прикован к кровати, к постели, он не приходил, потому что он всегда мне звонил,
Вот тот человек, вот он настолько был сильный, вот, и духом, вот он как бы, но видеть мать в постели, это для него было невыносимо. И вот сколько раз, когда я ему говорил, ну, так, он мне говорит, ну я не могу, говорит, не могу я ее видеть, говорит. Это для него был для него удар. И если он, когда была живая мать, если он приходил домой, он мог там 2-3 суток остаться, то после его ухода, ну, я, наверное, по пальцам могу перечислить, когда он оставался там на 2 суток. Потом уже, когда, да, у него племянники появились, он как бы на племянников переключился, там, с ними как бы что-то. Но все равно было видно, что он как бы не в своей тарелке. Я помню день, когда похорон матери, когда мы вот здесь вот, когда ее похоронили, основная, ну, люди разошлись, остались пару там друзей его, ребят. И он сел возле могилы, голову согнул и говорит, я всегда думал, что она, говорит, меня похоронит, а не я ее. Эдуард настолько отдавал себя службе, что его домом стала база подразделения. Узы боевого товарищества, связывавшие его со служивцами еще с 1998 года, выражались в крепкой братской дружбе и взаимовыручке. Он пользовался безграничным авторитетом в коллективе. Вне службы он всегда был душой компании. В моем понимании это всегда был тот человек, на которого я сам всегда равнялся. Я хотел быть таким же умным, внимательным, смышленным, смелым. Вот. Конечно, подразделение очень уважало этого парня. Он был душой команды, он был силой команды, он был духом команды. Вот. На него очень многие равнялись. Впоследствии уже молодое поколение на него стало ориентироваться и равняться. Он даже будучи дома, он всегда переживал о работе, он думал о работе, он переживал о друзьях. Он очень любил своих друзей. Это была его семья. Работа — это была его семья. Он там жил. Он жил этим. Он радовался удачам друзей, переживал, когда у них в семьях было что-то плохо. Он искренне все это принимал близко к сердцу. Даже были моменты, что есть, ну, все мужики по-любому собираются здесь. И есть какие-то разногласия, какие-то недопонимания. Но вот эти все моменты при нем, они просто отпадали. И все. Их не было никаких недопониманий и разногласий. Так он мог найти подход к людям, что просто все забывалось. На фоне вот всех этих моментов он мог прийти, просто своим присутствием мог ситуацию повернуть вообще в другую сторону. В подразделении на тот момент, на 98 год, на 99 год уже были погибшие ребята. И, конечно, соответственно, у них остались семьи. Это были семьи, молодые дети у них были, девочки, мальчики. Ну, и приходили, когда праздничные мероприятия, особенно Новый год, нужно было их объезжать. И вот он придумал такие вот костюмы, где наряжался в эти костюмы, заставлял, соответственно, наряжаться и своих друзей. И вот так мы ездили, выезжали в Гагру, выезжали в Сухум. Дети его очень любили. Они ждали каждый год, что приедет Нерс, что приедет папины друзья, и обязательно с подарками, и обязательно приедут с таким вот представлением. Плохого настроения мог сделать смех, радость, веселье. Всегда все так приукрашивал. У него был талант. Талант вот, разогнать тучи, и чтобы засияло солнышко.
Дней 10 подразделения уже сидело без питания, без еды, да, никакой уже не было. И приходилось есть такой лопух, да, от него стебель отрываешь, его варишь там. Невкусно, конечно, но выживать приходилось. Вот. И нашел муравейник. Муравейник нашел, оказался муравьи такие достаточно приличные, да, в еде. И вот целый день мы на этих муравьях питались. И вот он вышел с этого положения вот таким вот образом. Потому что там были те, скажем так, и коровы были, но их нельзя было трогать, потому что подразделение себя бы выдало. Вот он вышел с такого положения, и так мы этих муравьев наелись, что, скажем так, продержались еще 2 суток, а потом прилетел вертолет и забрал нас оттуда. Всегда старался для Родины, за Родину, для народа. Ничего себе, все вот так как-то кому-то, как для чего-то что-то сделать, чтобы было хорошо в общем в нашей республике, нашему народу. В 2008 году антитеррористический центр Республики Абхазия реорганизован, и на его базе сформирован Центр специального назначения Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Годы службы Эдуарда в специальных подразделениях отражаются на его здоровье. В одном из оперативно-боевых мероприятий он повредил ногу. Травма оказалась серьезной. Впоследствии он уже не мог участвовать в выходах, где надо было совершать пешие переходы протяженностью 25-30 километров по горно-лесистой местности. Но и в таком положении спецназовец не остается без дела. Ему поручается отбор кандидатов на службу, воспитательная работа в подразделении. На него ориентируются как молодые сотрудники, так и ветераны. Но несмотря на проблемы со здоровьем, он продолжает участвовать в активных оперативно-боевых мероприятиях, проводимых ЦСН. Число 10 или января было. Ни с того, ни с сего, говорит, я устал что-то, говорит, надоело мне все, говорит, я устал, говорит. И тут какой-то звонок по телефону, он недолго отошел туда, поговорил, и потом брату говорит, алло, говорит, давай, отвези меня быстро, говорит, мне надо ехать. Это последний его приход домой. Ну, как всегда, подвез я к нему его на работу. Ну, обычно мы прощались, он выходил. Все, до свидания. Давай, увидимся. На связи. А тут он задержался в машине. Говорит, давай аккуратно, говорит, за отцом смотри. Он вообще, как бы сказать, его приход последний, он был не очень общительный. Он был как бы вдумчивый, задумчивый какой-то. Вот. И вот его слова, когда он вышел, аккуратно, будь аккуратен, за отцом смотри. И он часто повторял, если что-то случится, не надо, говорит, никакой паники допускать, не надо, говорит, из этого делать трагедию. Если вот была одна ситуация, когда он как бы напомнил мне опять про это, он сказал, я сам выбрал этот путь, о чем я не жалею. Единственное, говорит, если что-то случится, смотри за отцом. И не надо делать с этого трагедии. Это мой путь, это я его выбрал. Эдуарда вызвали на службу в связи с намечавшимися оперативно-боевыми мероприятиями с участием Центра специального назначения СГБ Абхазии по задержанию членов организованной преступной группировки.
которая на протяжении длительного времени занималась похищениями людей в Галском районе. 12 января текущего года сотрудниками Службы государственной безопасности Министерства внутренних дел Республики Абхазия совместно с Пограничным управлением Федеральной службы безопасности России в Абхазии были проведены оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и задержанию участников данной преступной группировки. При задержании преступники оказали вооруженное сопротивление. В ходе завязавшейся перестрелки погибли сотрудник Центра специального назначения Службы государственной безопасности Республики Абхазия, подполковник Нарсисян Эдуард Рафикович и военнослужащий пограничного управления ФСБ России в Абхазии старший прапорщик Удальцов Андрей Андреевич. Преступники были уничтожены. Его задача была быстро, в случае прямого столкновения, подавить противника огнем. То есть он принимал сразу огонь на себя своим пулеметом и уже давал возможность самому подразделению принять тот или иной тактический какой-то прием. И так и не узнал, честно, вот поверите, я перед этим говорил, чем он особенно, чем частенько спрашивал, отшучивался. Да зачем тебе, па? Таких друзей мечтают иметь. Их бывает единицы. Ну и, может, не всегда везет каждому иметь таких друзей. Чего вот Боженька нам дал такого друга, за которого мы готовы были и в огонь, и в воду, но, к сожалению, он раньше за нас в огонь и в воду всегда старался, и в итоге так и получилось, что, опять же, он своим поступком дал возможность другим ребятам выжить. Почему Абхазия понесла такую потерю? Он мог бы воспитать еще очень многих патриотично настроенных, профессионально подкованных, воспитанных бойцов наших подразделений. Вот в этом плане, конечно, Абхазия потеряла очень опытного сотрудника. Я не мог поверить в то, что вот я буквально пару часов назад с ним беседовал по телефону, а сейчас его нет. Просто в моей голове это несопоставимые вещи были, что вот мы могли такого человека так легко и просто потерять. Я помню, один раз это он как бы сказал мне. Там была ситуация, не буду говорить какая, но его слова, когда он мне сказал: ты мне брат по крови, я для тебя пойду на все. Но они мне братья. А вот это братство. Те, кто не знает, они это не поймут. Понимаете, не за то, что он мой, я его вырастил. Я не смог бы так воспитать. От природы у него была вот эта чистота. Он радовался всем. Он не выбирал людей, понимаете? Никогда. Этот человек, знаете, как вот он мог так поругать, допустим, если вот ты сделаешь что-то не то, как подчиненный или как друг, вот он мог так красиво поругать тебя, что ты ходил бы и радовался, что тебя поругал Нерс. Вот такой он мне и запомнится. Вечно веселый, вечно теплый, отзывчивый. Наш любимый брат, наш Нерс. В 2000 году я говорю, давай поедем в Москву вместе. Когда он попал в Москву, первый раз на самолете мы полетели, это, конечно, очень удивительно было. Вот. Но поразило у него, конечно, большое количество людей. Это в Москве. Спустились мы в метрополитен, но он держался за мою куртку, это было зимой, и не отпускал, боялся очень сильно потеряться, потому что говорил, что куда я потом денусь и что со мной потом будет. То есть, конечно, он ориентировался в лесу, он ориентировался здесь у нас, в Абхазии, знал здесь практически все, но
сесть в автобус, купить билет, проездной билет на автобус или на метро или куда-то, он, конечно, этого делать не мог. И до последнего времени, как это делается, он так и не научился. Вот единственное утешение, вот сейчас на внука смотрю, тоже Эдиком назвал отец. Растет в вылете, как он, с таким же характером. Иногда судьбы людские остаются в памяти именно в силу своего трагизма. Трагические судьбы, горечь которых освещаются личностью человека, мерой его достоинств, следами, оставленными в жизни людей, окружающих его. След в памяти, мерило которого честь, достоинство и благородство, верность к долгу и любовь к людям. Все то, что, приведя к самоотречению, приводит к подвигу. Такие люди лишь только формально исключаются из списка личного состава.